Соблюдать культуру строительных работ призвали подрядчиков, которые в эти дни благоустраивают столицу Коми. Сыктывкарские чиновники вышли в рейд и проверили готовность самых крупных объектов. На некоторых территориях работы идут с существенным опережением графика. Только в рамках проекта «Комфортная городская среда» в этом году в Сыктывкаре обновят 10 общественных пространств. Павел Королев прогулялся по городским улицам. Финишный слой асфальта уложен, бордюры на месте. Осталось установить освещение, скамейки, урны. Готовность этого объекта свыше 85%. Раньше на месте новенького тротуара была народная тропа. Поток пешеходов большой. Эта дорога соединяет крупный жилой микрорайон Орбита с центром города. Вид у этой территории был неприглядный, да и пройти, особенно с детской коляской, не всегда получалось. Зимой нет, зимой здесь не пройти было. А весной тоже как бы, только летом. Там, получается, была как тропинка. И вот сейчас, конечно, асфальтировали, сейчас, конечно, очень хорошо стало. Тротуар привели в порядок в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Вместо сентября сдать объект подрядчик планирует до конца этого месяца. Могли бы и раньше, но возникли сложности при отсыпке площадки. Она увеличилась 80 сантиметров по высоте. Здесь достаточно много было грунта и песка навезено. Ранее здесь было еще ниже. Мы подняли сколько смогли, исходя из проекта, который был. Да, действительно, последний ливень показал, что часть песка у нас смылась. Мы будем делать определенное окувечивание и, соответственно, подсыпку, чтобы этот песок не спускался на тротуар. Сцена с амфитеатром, библиотека под открытым небом, зона тихого отдыха, а сама территория в благородном граните. Такой эта территория станет после благоустройства. Сегодня площадку отсыпают, а вот сдадут объект только в 2025-м. Этот объект будет выполнен в два этапа. В этом этапе будет вся инженерная подготовка территории, все коммуникации, электрика, ливневка и мощение этой территории. Вторым этапом, это уже будет весна-лето следующего года, будут устанавливаться малые архитектурные формы на этой территории, подключаться полностью освещение. Для будущего скейт-парка только песка завезли больше 20 тысяч кубов. Здесь работы должны финишировать к концу августа. С финансированием помогла республика. На 3000 квадратных метров найдется место для скейтбордистов, любителей стритбола и воркаута. Сегодня на площадке работают 10 человек. Подрядчик готов увеличить бригаду, ведь впереди ответственный круглосуточный этап работы. Бетонирование начнется с числа 20-го, это будет первая фигура. Мы откос начнем заливать. Бетон у нас B35, это наша марка, это крепкий бетон. Ну, вот с этого числа у нас, в принципе, все и начнется. И начнется у нас постепенно, у нас фигуры, потом основание, пол. Сегодня Сыктывкарская мэрия уже подыскивает подрядчика для обслуживания будущего скейт-парка. Организации придется взять на себя не только контроль за чистотой, но и постоянный мониторинг самих конструкций. Это место притяжения райдеров должно стать не только современным, но и безопасным. Павел Королев, Виктория Палкина, Вадим Каблов, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.